Это улица и скверик, названные в честь первого секретаря Якутского обкома Коммунистической партии Советского Союза в Якутии Гаврила Иосифовича Черяева, был установлен недавно. Не прошло и столько лет, сколько Гаврил Иосифович проработал на посту. 37 лет. Мало кто знает, что за это время были построены город Нерюнгри, поселки Айхал, Удачный, построена железная дорога Якутск-Тында-Беркакит. Мало кто знает, что приоритетным направлением работы Черяева была геологоразведка. В тот период Якутское управление геологоразведки было самым крупным в Советском Союзе. В тот период были открыты не только алмазоносные и золотоносные месторождения, но и месторождения газа, нефти, угля, вольфрама и множество других полезных ископаемых. Завтра этому человеку исполнилось бы 90 лет. Но сегодня мы бы хотели рассказать одну маленькую, но известную историю, связанную с очень интересным предметом. Это знаменитый легендарный алмазный чарон, который Гаврил Иосифович преподнес подарок от имени всех трудящихся Якутии к 70-летию Леонида Брежнева. Вот обком партии курировал секретарь по идеологии Юрий Николаевич Прокопьев, а исполнителем был народный художник Российской Федерации, народный художник Якутии, лауреат Государственной премии имени Репина, известный косторез, ветеран войны Терентий Васильевич Аммосов. Здесь вот бриллианты и драгоценные камни. Но эти камни как оказались в обкоме партии. Когда было открытие века, когда открыли месторождение алмазов, отправили экспедицию, отправил обком партии для показа вот эти образцы. Эти образцы лежали, видимо, сначала в сейфе секретаря обкома партии, первого секретаря Семена Захаровича Борисова, наверное, а потом по наследству перешли они в сейф Гаврила Иосифовича Черяева. И когда настало время что подарить генеральному секретарю. Вот многие, Арашидов, например, первый секретарь Компартии Узбекистана, подарил бюст Леонида Ильича Брежнева из чистого золота. Говорят, подарок очень понравился Леониду Ильичу Брежневу, и он положил в свой сейф. А потом за это дело взялся известный журналист Дмитрий Сапронович Бубякин, писал статьи о том, что это нарушение, огромные деньги и так далее, и так далее. Ажиотаж такой был. И он сумел каким-то образом вернуть чарон. И через спецсвязь поступил в наш музей. Я первый человек, как директор, который в руках принял вот этот чарон с алмазами. В результате этих усилий Дмитрий Сапронович был избран первым народным депутатом Верховного Совета был. Так. Потом, значит, обычно, такие подарки руководителям партии, государства всегда делались. Так. В советское время это Владимиру Ильичу Ленину, потом Иосифу Виссарионовичу Сталину, Брежневу и так далее. Это во всем мире такая практика. Я посетил в Румынии музей подарков Николая Чаушеску, президента. Вот. И сейчас делается в Центральном музее современной истории России выставки подарков Сталина, Ленина, Брежнева. Выпустили огромный каталог. В этом каталоге этого нашего подарка чарона нет. Там написано о том, что подарили, Якутская компартия подарил чарон, но неизвестно сейчас его местонахождение. Они не знают о том, что этот музей находится в нашем музее. У нас есть и специальное фондохранилище, где мы храним драгоценности и так далее. Там это железная комната, внутри комнаты еще комната железная, а там еще железный сейф, внутри сейфа еще железный сейф. И вот там это хранится. При том, значит, я как директор не могу попасть туда.
Другой ключ находится у главного хранителя. Главный хранитель тоже также одна не может попасть в это хранилище. Только мы вдвоем можем попасть в это хранилище. Вот и есть такая специальная схема, инструкция, там мы храним ордена и медали, экспонаты, содержащие драгоценные драгметаллы и так далее. Чарон был создан величайшим мастером-косторезом, народным художником РСФСР Терентием Амосовым. Трехножный кубок имеет 3 барельефа. Это сам портрет Брежнева в профиль, герб Якутской АССР и виды Якутии, оленьи упряжки на индустриальном фоне. В нем 6 бриллиантов, ограненных в Москве. Работа велась не 1 месяц. Терентий Васильевич Амосов писали о том, что он получил вознаграждение и так далее. Но ее дочь Раиса Терентьевна Амосова, она всегда утверждала, что она почти ничего не получила, но за эту работу улучшили жилищно-бытовые условия Терентия Васильевича, дали новую квартиру в 9-этажном доме. Чарон сейчас выставлен в Якутском краеведческом музее имени Ярославского, и увидеть его может каждый.